Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наши поклонения, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Алхамдулилля, по милости Аллаха, мы собрались снова в этом доме Аллаха, Субханаху ва Тааля, куда Он пригласил нас, куда Он дал нам что смогли прийти, это наивеличайшая милость по отношению к нам. И мы за это Аллаха Субханаху ва Тааля должны благодарить, и вот эту вещь должны ценить. И также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Из-за этого очень великая награда полагается за это. Из-за этого мы, чтобы получить эту награду, должны в первую очередь, конечно же, поправить свое намерение. Зачем я сюда пришел? С какой целью я получаю знания? Потому что, с одной стороны, получение знаний – это великая вещь. Очень много награды за это, но есть и другая сторона. Когда человек получает знания, он берет на себя ответственность. Почему? Потому что если он, зная что-то, будет делать наоборот, то эти знания в судный день за него будут свидетельствовать или нет? Конечно же нет. Они будут против него. Это великий грех. Из этого мы уже должны понимать, то, что знания, которые мы получаем, они должны принести нам пользу. Из этого мы должны просить у Аллаха: о Аллах, сделай так, чтобы знания, которые я стремлюсь получить, изучаю, они мне принесли пользу как в этом мире, так и в ахирате. На тех двух уроках мы с вами разговаривали, то, что ребенка от 1 до 7 лет надо обучать некоторым вещам. И мы с вами сказали о 3 адабах. Адаб, да, о нравственных качествах, которые мы должны объяснить ребенку. И в первую очередь, это, конечно, касается нравственности, в первую очередь мы с вами сказали то, что ребенок должен научиться просить решение. Просить разрешение дома, находясь дома, когда он заходит к родителям. И мы привели пример, да, про Аллах Субханаху ва Тааля в суре Нур, 58 аят говорит, то, что ребенок в случаях должен просить разрешение. Второе качество, которое мы должны обучить до 7 лет, это приветствие. Давать салям. Да, и мы сказали то, что если ребенка научить этому, то человек за это сможет получить очень великую награду. Почему? Потому что каждый раз, когда ребенок здоровается, то не только он получает награду, но и тот, кто его этому научил. И также третье – это адабут таам, то есть как ребенок должен кушать. Все мы прекрасно знаем, да, то, что всегда охота самое лучшее, самое вкусное, так ведь? Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал Умару, сыну Абу Саляма, да, то, что сначала скажи бисмилля. То есть мы все, что происходит, связываем с именем Аллаха, с Аллахом. Почему? Потому что все, что у нас есть, все, что мы имеем, это дарование Аллаха. И, конечно же, мы за это его должны благодарить. Рахматты булырга керек. На сегодняшний день все нам должны, а я никому ничего не должен. Вот такой вот принцип. Но нет. Если ты что-то получил, верни, скажи спасибо. Будь благодарен. А здесь вместо того, чтобы быть благодарным, еще могут и предъявить. Из-за этого мы должны этому воспитать наше поколение. Вот эти 3 вещи, 3 адаба, которые мы должны постараться дать до 7 лет. Сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим от 7 до 10 лет, с чего мы должны начать. Тоже
то, что касается нравственных качеств. В первую очередь, родители, именно родители. То есть на сегодняшний день многие перекладывают свою ответственность на учителей, на школу или какие-то там тренера, секции и так далее. Нет, ни в коем случае. Ответственность за ребенка всегда несет родитель. Родитель. И мы за это будем отвечать. У ребенка есть право на своих родителей. Именно право. И мы его полноценно должны дать. Не просто накормил, напоил, одел, дал, обучил. И... Нет, не только это. Однажды сын, когда пришел отец домой, вот этот сын задает вопрос. Пап, сколько ты получаешь зарплату за час? И отец ему сказал 100 рублей. И тогда вот этот сын у отца попросил деньги в долг. Дай, говорит, мне еще 50 рублей. И ему отец говорит, давай завтра, я с работы пришел, устал, я уже поздно, ложись спать. А сын настоял, дай, говорит, сейчас, мне очень нужно. И когда отец ему дал, вот этот ребенок вытащил из-под подушки свою копилку, достал оттуда еще 50 рублей и отдал своему отцу. А сейчас, говорит, выдели мне целый час своего драгоценного времени. То есть, видите, дети нуждаются в нашем общении. Не просто мы должны быть на бумаге «я отец» или «я мать». Нет. Мы должны научиться слышать наших детей. И если мы этому не научимся, если мы этого не будем давать нашим детям, то тогда они что будут делать? Искать тех, кто их услышит. И, конечно же, найдут. Но после того, как он найдет, то поймите, то, что ты потерял своего ребенка. И вернуть его обратно очень сложно. И это уже не будет стоить только 100 рублей. А может быть, даже придется потратить и миллионы. Из-за этого вот эту связь мы не должны терять с нашими детьми. И с 7 лет в первую очередь родители должны призывать детей к благим делам. Не просто брать, не просто что-то употреблять, а именно отдавать тоже. Именно с 7 лет. До 7 нет, а уже после 7, да. Почему? Потому что вот именно с 7 лет начинается период обучения. Если до 7 лет ребенок, он просто смотрел, шел, да, то именно с 7 лет начинается период обучения. И вот в этот момент мы должны максимально постараться обучить наших детей благим делам. Благим делам. Почему? Потому что эти благие дела, если мы их именно вот в этот момент, вот в этот период обучим, то тогда они никогда этого не забудут. Никогда. И потом, в последующем, вот этот ребенок, он может обучить своих друзей, детей, внуков даже. И за это мы будем получать благие дела. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда по отношению к нему кто-то из детей совершал благое дело, он, конечно же, их что в первую очередь делал? Он их хвалил. Не просто один раз, а делал это трижды. И разной хвалой. По-разному он их хвалил. То есть из-за этого мы тоже должны научиться наших детей хвалить. И
Во-вторых, он за них делал дуа. Когда однажды Абдуллах ибн Мас'уд, он после того, как пророк Мухаммад ﷺ вышел из туалета, он держал в руках кувшин с водой, для того, чтобы пророк Мухаммад ﷺ взял омовение. И после этого пророк Мухаммад ﷺ сделал за него дуа. Аллахумма фақихни фиддин. То есть, о Аллах, дай понимание этому ребенку. Понимание в чем? В религии. Из-за этого мы тоже должны просить за наших детей. Не только когда приходят какие-то проблемы или, может быть, какие-то болезни. Нет. Когда все хорошо. Когда у наших детей все получается, даже тогда мы должны просить за наших детей. И вот так пророк Мухаммад ﷺ обучал. В первую очередь, это совершать благие дела. Второй этап – это просить разрешение. Но если до 7 лет мы с вами сказали то, что просить разрешение только дома, да, то здесь уже в первую очередь ребенок должен научиться просить разрешение, когда заходит домой или же куда-либо. Да, то есть мы знаем, пророк Мухаммад ﷺ обучил, когда мы приходим к кому-нибудь и стучимся в дверь или нажимаем на звонок, в первую очередь мы должны стоять где? Как? Не просто смотреть в дверь. Почему? Если ты будешь стоять посередине, когда дверь открывается, ты сможешь увидеть, что находится внутри. Из-за этого человек должен стоять с краю, или справа, или слева. То есть с той стороны, где открывается дверь. И когда мы постучались первый раз, если нам не ответили, мы должны чуть-чуть потерпеть. Может человек занят в туалете или намаз читать, или еще что-то. Надо потерпеть, не надо долбиться. Подождал ты минуту, полторы, 2 минуты. Потом стучишься второй раз. Если тебе не открыли, стучишься 3-й раз. Если тебе не открыли на 3-й раз, тогда разворачиваешься и уходишь. Значит, не хотят они тебя видеть. Или, может быть, они заняты чем-то. И когда ты постучался и спросили, кто там, ты не просто должен сказать «я», а ты должен назвать свое имя. Вот это адабуль истизан, то есть просить разрешения, когда человек заходит куда-то домой. Также мы сказали второе, да, то есть ребенок должен, когда он дома, тоже должен просить разрешения, идти к родителям, например, да. И третье, когда он уходит из дома, тоже должен просить разрешение. А не просто сказать то, что ладно, я пошел с друзьями гулять. Стоп. Ты сначала попроси разрешение. Вот так с 7 лет мы должны постараться обучить наших детей. Вот это второе было адабуль истизан, то есть просить разрешение. И смысл в чем заключается, когда человек просит разрешение? Это чтобы вот этот ребенок хранил свои взоры. Потому что когда человек что-то увидит ненужное, все, его оперативка все начинает думать о чем-то другом. Зачем? Чтобы защитить ребенка, именно мы должны научить его просить разрешения. Это было второе. Третье. Уже с 7 лет надо объяснять и обучать хранить тайны. То есть хранить тайны. Не надо говорить то, что он еще маленький, он еще ничего не понимает. Он уже понимает. С 7 лет они уже все понимают. И вот в этот момент человек, родитель, он должен обучать хранить секреты. Секреты бывают разные. Если даже, когда 2 человека разговаривают, и тот, кто говорит, он смотрит по сторонам, то это означает то, что это уже амана, это уже секрет. И этот секрет уже нельзя никому говорить. А у нас сейчас как?
по секрету всему свету, да? Из-за этого ж вот это тоже очень важно в исламе. Хранить секреты. То есть аманатны сакларга керек. И здесь уже пример приводится, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, однажды, когда Анас играл с детьми, он позвал его и попросил выполнить какую-то вещь. И Анас, он задержался, и когда пришел домой, опоздав, у него мама спрашивает: где ты был? Почему ты задержался? И он ей ответил, то, что мне пророк Мухаммад саллаллаху поручил кое-какое дело, я из этого задержался. И тогда у него мама спросила: а какое это дело? И тогда Анна сказал: это секрет. И мама не начала пытать его, да, допрашивать. А как, ну что, скажи. Нет, она сказала: если это секрет, посланник Аллаха, то никому никогда не говори. То есть она подтвердила это. И вот здесь уже с 7 лет мы понимаем то, что можно обучать детей хранить секреты. Следующее. Ребенок должен научиться опускать взоры. Опускать взоры. То есть не смотреть туда, куда не надо. И, конечно же, мы знаем, когда, например, дома что-то происходит, если ты хочешь что-то узнать, все, спроси у ребенка. Он тебе все расскажет. Но нет. Нет. Это секрет. И тем более, когда, например, почему женщина, она одевается? Это сохранить взоры. Или, например, мы знаем, когда семья берет из детского дома, например, девочку, да, то до достижения совершеннолетия эта девочка может не покрываться перед своим отцом, можно сказать, перед своим опекуном. А после того, как она уже достигла совершеннолетия, то все. Она должна покрываться. Видите, то есть вот так вот ислам научил нас. Из этого опускать свои взоры, хранить, мы тоже должны научить своих детей. И последнее, на сегодняшний день, это у нас адаб саляма. То есть мы с вами говорили, то, что до 7 лет мы должны постараться детей обучать адаб саляма. Да? То есть говорили то, что маленький дает салям взрослому, то, что пеший, то идет пешком или едет на машине, или, может быть, на верховом животном, он дает салям сидящему, и малое количество людей дает салям большому количеству. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он приходил к детям и давал салям. Для чего? Чтобы их обучить этому. Здороваться. Почему? Потому что, когда человек здоровается, что происходит? Укрепление отношений. То есть умма, она объединяется, становится сильнее, крепче, когда именно здороваешься. А когда уж человек не здоровается, тогда это, наоборот, идет к разрушению. Из-за этого уж мы должны постараться своих детей обучить здороваться не только с родителями, не только с учительницей, но даже когда он заходит в магазин, можно поздороваться с продавщицей. Когда он заходит в подъезд, пусть поздоровается с дворником. Почему бы нет? Когда он заходит в школу, пусть здоровается с вахтером. Или, может быть, с тем, кто моет полы. Вот так вот мы должны научить здороваться наших детей. Но, к сожалению, мы что говорим? Наоборот. Наоборот. Вот те, кто знает, здоровайся и все. Этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху, что говорил? Ифшу салям. Распространяйте салям. Это поклонение, это награда. И мы вот это все должны объяснить нашим детям. И, иншаллах, с вами мы завтра поговорим уже об сохранении религии. То есть,
как родитель должен обучать своего ребенка именно хранить религию. Иншаллах, на этом сегодня остановимся. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллах хайр.